Так, ну вот и мой первый пойманный окунь сегодня. А Серега с Аней, мы, говорит, поехали в избу. Клюет, говорит, плохо. А я вот припарковался к такому островку. Прям наехал на него. Сначала пробовал с той стороны, но против ветра кидать хреново. А с этой стороны по ветру вот такая акватория. И была поклевка. Так что немножко попробуем половить. Сейчас посмотрим сразу время. Время 12:34. Часа 3 можно половить смело. 12:34. Поехали. Нет, никуда не едем пока. Пока никуда не едем. О, нет, едем. Есть поклевка. Ну вот и хорошо. Дай бог поклюет. Мы немножко еще половим. Окунь чуть помельче, чем вчера. Но это окунь. Он хорош в любом размере. Он вчера помельче отобрали, уху сварили. Отменная уха получилась. Но не каждый заброс поклевка, как вчера. Опа, вот он, вот он, вот он, вот он. Нет, ну этот малышок. Такого отпускаем. Как-то вот так. Ну, ветерок поднялся. Один единственный плюс — это мошкары нет. Хотя мог бы быть немножко и послабее. Вот такой ветер нужен был в лесу. О. В лесу такой ветер нужен был, а то с утра полный штиль был. Мошкара. Ну. Сейчас бородачок, лог половлю, да потом ведро накидаю сейчас и потом приеду. А вы что, чай пьете? Сейчас подойду. Пойдем перекусим. Рыбалка рыбалкой. Обед по расписанию. О. Прянички медовые таяли в руках. Парень ты медовый, да не в таких делах. Не ходи другой, милый дорогой. Та-т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 а. Надо так поливать. Ну, в лесу, блин. Ну я там серьезно водился. Не могу дышать, мошкара просто. Так и в глаз, глаз и в глотку, и везде. Оба глаза. Саш. А вот сейчас ветер поднялся, все равно полегче стало, но все равно мошкара есть. И вообще не было, блядь. Это здесь не было мошкары, там. А, блядь, вот когда будет. Когда уходили, там уже не было. Да, меня грызли. Хлеб-то был. Блин, даже чай выливается. Хлеб я не буду, я буду только хлеб с салом. Хлеб такой. Почему, Господи, помилуй. Мясо сделать будем? Давай. Бля, у меня третьей руки нету. А чашку положу, оно снесет.
Вони шатачі вертласні. А вы что хотите в избу? За мной ехать потом? Вот, может, ветер дует, а по озерам прогуляемся. Ключик поставим. Светлым-то лучше подкрадываться по озерам. Особенно с подветренной, считай. И утка тебя не слышит, и утку тебе принесет ветер. Приятного аппетита. Вот, попили Чайковского. Теперь весь термос выпил. Потом все вышло, пока собирал клюку, ой, бруснику. Так, что, попробуем продолжить. Черри там! Да. Меня вот продувает, вот это да. Я говорю, тут рыба тут. О, видишь? Не каждый заброс, но бьет. Вот он, вот, видишь, он. О. А ты говоришь, брусника, брусника. Согласен. Ветер, ветер, ветерок. Опа, 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 опа. Опа, опа. Опа, какая попа! Ты, Сань, тоже на блесну, да? Опа, опа. Ну вот. Это что-то мне уже напоминает вчерашний день. Каждый заброс по рыбке. Вот они куда спрятались, полосатые разбойники. А мы их нашли. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, так. Вот так, вот так. Отличный окунь. Мало бы покайфовать сегодня. Можно спиннинг потом убирать, да? А хрен его знает, может еще сколько такая погода постоит. В декабре еще половим, да? Ну. Так. О! Есть тройник нормальный, нет? Тройки. Да. Видно, нет? Блин, у меня сломанный тройник, надо поменять его. Не зацепляются. Ну, двойник вместо тройника, сходов много как бы. Что-то он очень быстро едет. Як он сказал, блядь. Я ездил когда с Габычем, да, на рыбачке. Опа, опа, опа. О, бляха. Вот это видел, да? Полкило весом был. Я глазами взвесить аж успел. Вот сюда, а борт попал. Борта высокие. Сачок надо. Красота.
Красота. Где, говорят, рай на земле, да? Где-то наводнение, где-то землетрясение. Республика Коми, вот где рай на земле, блин. Рыба ловится. Это, как его, брусника есть. Ягоды все есть. О, какие кабаны. Рыба ловится, это хорошо, Янцкадан. Тут просто кто-то оставил бочку с рыбой. Мы в бочку кидаем, достаем. Мунный валикосьяный, да. Мунный валикосьяный, да. Опа. Ни хрена себе удар. Второй. Нет, этот поменьше. Первый ударил, аж чуть удочку не сорвал с руки. Как-то вот так. Опа. Тихо, тихо. Тыла. Че, ведро еще не полное у вас? Ведра, иди за тыр. Половина есть? Пол ведра. Так, ну вот, все-таки пришлось достать 20-литровое ведро. Перетарил. Ну да. Я говорю, мне уже пришлось перетарить уже, выпрыгивают опять с ведра. Где-то примерно 1/3, ну 25. Вчера было 84, сегодня 25 уже есть окуней. Вроде дергал, а всего 25, блин. Все. Поменял воду. И поклевки прекратились. Опа, вот он на ходу взял. Да, я уже несколько штук до лодки донесу, они начинают дергать. Я тырк. Фирма. И... Так, ну что, прошло еще где-то минут 15-20. Пробовал 2-3 блесны и пришел к выводу, что не хрен пробовать. Не хрен менять то, на что не ловится. Не стал показывать, думаю, будет ловиться. Нет, вот самая лучшая блесна. Ножиком подточил, блестит. Вот не вижу только чай, мепс, не помню, блин. Вот такая вот блесенка. Всю уже изогнули, но вот на нее вот ловится. Поймал еще вот столечко, примерно пол ведерочка, ну 1/3. И тут где-то 1/3. Ну, короче, а сейчас только же поймаю, будет еще одно ведерочко полное. Поехали дальше. Это сказка, не рыбалка. Голова немножко отдохнула от камеры. Можно немножко поснимать. Вот такой вот прекрасный день. Сегодня даже мошкары нет. Куртку одел, не продувает. И вот поклевка практически одна за другой. Вот такую вот мелочевку уже не берем. Раньше, если забирал собаки, кошки, кота у меня нет, белый так и пропал. А собаки можно вон еще и потрошковью, и этих крупных окуней. Так что всем хватит, всем достаточно. Ведерочко мы почти уже солили. Я так думаю, еще одно ведерочко уже практически поймали. А? Как тест проверить, снимается или нет?
Эта удочка не сломается никогда, крокодилы. Крокодил, это такая... Я по 3-4 килограмма щуку на эти крокодилы вытаскивал прямиком и в пофиг. А вот это сломалось от килограммовика вертикально. Крокодил, хрен ты сломаешь его, блядь. Это, думаю, надо по проезду на присадил все слани, да, понимаешь? Опа, 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 опа. Что за... Что за монстр? Опа! Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. У меня ведро опять полное. Ой, Джерри пьяный для траволок. Валентине Василия работа хоть будет сегодня. Да! Вот так вот, лок, шандибан, лок, янцика. И лок, теле. Опа. Так, мне опять уже пора ревизию делать. Меня начали брызгаться, блин. Воду менять, все такое. Так. Сейчас мы сделаем. А что делать? Делать нечего. Надо перетаривать, свежую воду налить, все вылить и опять кидать в это ведро. Практически угадал. Первый раз поймал 25 штук. Сейчас получается общее 51, значит 26. Практически примерно угадал. Все, всех помыл, закинул в свежие водички. Пусть плавают. А сюда приготовил еще ведерочко. Ну что, еще 25? Поехали. Опа, опа, опа. Опа. А, таких не берут. Такой шкет нам не товарищ. Вчера брал все, с мелочи сварили уху с такой. Сегодня берем только крупных, стараемся, если сильно не заглотили. Дело не в том, что жрать некому, собаке варить всегда можно, просто некуда складывать, я чувствую, скоро будет уже эту рыбу. Че, сворачиваетесь? Да, пойдем ухи попьем, да. Будем собираться. Время сколько точно? 14:20, а мы где-то 12:30, да, вышли сюда? 14:28 или 20. Ну, а мы где-то 12:30, да, вышли? В общем, час где-то рыбачили, да? Больше? Не, вот здесь-то час, наверное, после обеда. И за час, грубо говоря, опять ведро рыбы. Но походу бочка с рыбой закончилась, поклевки прекратились. Я еще немножко покидаю. Ты поедешь или нет? Сейчас еще чуток покидаю. Сколько у меня тут? Просто я... 4, 5, 6. Просто ехать. Ну, я тебе позвоню. Мне еще штук 40 поймать и все. 12 литров брусники. Чудеса, резко перекратилось и все. Ловилось как из пулемета с ведра. Давай, все
Привет, привет, пока-пока. Увидимся на канале Коми Рыбак. Увидимся скоро. Через пару недель будем тусоваться в избушке. Ждать перелет северной утки. Черной, или как синьгана по-русски, не знаю. Поставим продольнички на налимов. Отдохнем, расслабимся. Сейчас закончим все делами житейскими тут. Ты смотри, перестало. Ладно, подождем минут 10, покидаем. Если поклевки не начнутся, значит косяк ушел. Или ловиться перестало, время клёва. Просто так торчать здесь тоже не будем, тоже поедем. Ну и так хорошо, вон за часик ведерочка, мы опять около ведерочка поймали. Отличный результат. Ой, да, напросились мы ветра. Чересчур сильный ветер поднялся. Зато отдохнуть хоть от этой мошкары. Сегодня, конечно, с утра было что-то с чем-то, эта мошка. Так, ну что, еще минут 5 покидаю. Не будет поклевок, тоже поедем. Так, ну что, наши окушки походу перегруппировались. Тихо, 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 поклевки пошли. Минут 15 где-то было затишье, наверное. Потом у одного, второго, и вот сейчас вот штук пяток уже выдернул. О, вот еще одна. Скорее всего, окунь гуляет. Просто изначально тут была огромная стая, которую мы выловили, а сейчас, походу, следующая стая на подходе. На подходе. На подходе. Вот, а. Да, молодцы. Молодец. 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 Окунец, молодец. Ну, сейчас, если мы также накидаем в это ведро эти 25 штук, примерно, там 51 у нас, и будет, значит, вот такое ведро. Примерно получается в ведре. О, поклевка. Где-то около... Ну, вчера было, если 84, больше ведра было. Значит, где-то 75 примерно окуней, 70-75 в ведре. Окунь стандартного размера, крупных нету. Один крупный был, сошел, и один где-то, наверное, грамм на 300. Остальные все такие средние окуня. Так, ну что, стайка подошла. Опа. Значит, еще покидаем. Во-первых, когда я еще половлю на спиннинг, чтобы так клевало. Во-вторых, попросили у Бога ветер, чтобы подул. И он что-то перестарался, очень сильно начало дуть, и в такую волну нет желания ехать. Это все будет брызгать. Так что посидим, подождем, может быть, ближе к вечеру ветер успокоится. Вот тогда и поедем. А пока будем просто получать удовольствие. Тепло, сухо, без мошкары и отличный клев окуня на спиннинг. Это ли не сказка? Я просто балдею, друзья. Что-то крупненькое, что-то хорошенькое. Опа, ух, сход, бля. Вот это был экземпляр.
Вот, блин, вот такая где-то херня. Я только не понял, язи это был или крупный окунь. Включил камеру, потяжки такие были тяжелые, но не дотянул. Аж крутить тяжело было. Вот килограмм как минимум был. Не знаю, видели, не видели, но там реально уже дергало, так дергало, блин. Блин, охота, конечно, поймать трофейного окуня, сбить свой рекорд, побить. Опа, опа, тоже нормальное, что-то хорошенькое. Так, пока идет или что это? Не идет? Нет, идет пока. О! Язь, подъязок. Мы тебя берем. Да, хоть ты и небольшой, но мы тебя берем, потому что язей очень много. Значит, и тот был язь. Подошла стайка язей, значит. Язей, вот это сварим собаки язя. Потому что язей очень много в реке. И язей надо истреблять, потому что это вредители. Это как саранча. Хищная рыба, которая поедает всю молодь. Мальков, хариуса, мальков сига, мальков благородных пород рыб. Они огромными косяками просто плавают по реке. Вот мужики, говорит, ставили сети сейчас. Сразу забились язями. И, видать, значит, тот тоже был язь крупный, который. Значит, подошли язечки. Я все еще удивлялся, думаю, что язей-то нету, блин. Вот язи. Тут как тут. Ну ничего. Язь так язь. Вон. Это окушарики. Окушарики, красавцы. Енцикадан. Как я рад. Я просто получаю, друзья, огромное удовольствие. Душа поет. О таком можно только мечтать. Тепло. Опа, во. Это что у нас? Это что у нас? Это у нас окунь. Без мошкары, короче, сегодня все условия. Такое было страшное утро в лесу. Тучи мошкары и не продохнуть было. И такая благодать сегодня днем. Просил Бога о ветре. Бог пожалел и отправил нам ветерочек. Вот. И такой волшебный клев. Клевая рыбалочка сегодня у меня. Ах, красота. Янцкадан. Пощи, Господи помилуй, пощи, Господи помилуй. Два ведра рыбы. Это как минимум 2 ведра уже. Не считая то, что мы вчера еще килограмма 3-4, наверное, на уху сварили. Да, зимой так ловиться не будет, тем более окунь. Если поймаешь штук десяток 20, это за счастье будет. Вот таких вот окушариков. Единственный раз вот с Иваном Григорьевичем поймали 222 окуня. Да не калисты, господи. Вот раз было такое 10 декабря. 222 окуня и 10 язей. Подледная рыбалка была у нас. Целое корыто рыбы мы тогда вот надергали. Окунь такой достойный, тоже хороший крупный окунь был. Ну, сегодня поймал, наверное, не меньше. Нет, пока еще меньше. Вчера, если 84, и сегодня где-то, если
Там 51, и здесь уже, наверное, 25 есть по-любому. 75, 150. Пока еще меньше. Ну тогда 2 руки дергали. Сегодня 1. Ну и еще не вечер. Может быть, еще и надергаем. 222 окуня. Потом посчитаем. Будем складывать, посчитаем. Там 51. Это еще не считали. Только выключил камеру. Только выключил. Бац, сразу поклевка. И вон такой красавец. Хоть не выключай. Не знаю, интересно вам, нет, одно и то же. Опа, хороший удар. То вы пишите в комментариях, что за ты рыбак, поймать рыбу не можешь, когда рыба хорошо клюет. Что за ты рыбак, показываешь одно и то же. Сколько можно ловить этого окуня, а как его не ловить, вот когда вот клюет вот такие вот красавцы. Вот такие вот лапти. А? Окуня мы уже давно не ловили. Со старых запасов у меня осталось с летних окуней где-то в 20-литровом ведре меньше половины. Все хотел коптить, так и не коптил. Все времени не было. Сейчас вот этих засолим и попробуем закоптить, горячего копчения. Потому что окунь горячего копчения тоже хорош. А может быть, если будет тепло, и запустим дымогенератор и закидаем нашу бочку язями, окунями. Ах, будет видно. Не знаю, сколько еще будет продолжаться это лето, но пока оно прекрасно. Бабье лето. Лето перешло плавно в бабье лето. Я понимаю, оно не бесконечно. Скоро пойдут дожди, скоро будет холодно, скоро будем одеваться по-зимнему. Но пока просто кайфую от такой погоды, от такой рыбалки и от всего такого. Как-то вот так. Так, рыбка у нас там в ведре начала подыхать. И уже, наверное, ничего и не спасет. Меня, не меняй воду, просто рыбы больше, чем воды. Опа, сразу поклевка. Ну ничего, скоро домой, так что она не успеет. Это не хариус, тем более это окунь. А окунь у нас толстокожий. Как-то вот так. Гоп, так. Сейчас перетарим, посчитаем, сделаем перерыв и будем дальше ловить. Так, ну что, перекидали 36, получается, коней. И было 51. 87. Это 87 окуней, 1 язёк. И 1 даже хорюзок, получается, утром был. 50, 36, 87. Это уже больше, чем вчера. Вот такая вот кучка у нас уже в 20-ке получилась. С водой, конечно, но тут уже больше ведра по-любому, потому что без воды было уже больше половины. И закинул еще свеженькой воды. И будем продолжать дальше. И будем продолжать. И будем продолжать. Так, надеюсь, они не ушли. За 5 минут, пока я тут менял воду, перетаривал. Нет, была поклевка. Поклевочка была. Опа. Хороший удар. Ушел. Нет. Еще взял. Что-то интересное. Ясь, что ли, опять? Что-то по-другому бьет. Не как окунь. Нет, окунь. Просто хороший окунь. Вот такой вот красавец. Опа.
Не брызгай. Что там, 87 было, да? Ну, сейчас попробуем соточку добить сегодня. Попробуем соточку. Янцикадан, янцикадан. Стайка подошла и опять продолжается эта красота. А чё вот это было? Минут 15 вообще ни одной поклевки не было. Перегруппировка, наверное, была у них там. Удар. 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 Ну, будешь нет ты брать-то. Вместо тройника двойник там получается. Один крючок обломан и много сходов. Удар. Удар, 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 удар. Как-то вот так. Так, ну что, я думаю, надоело вам смотреть одно и то же. Выключаемся. Сделаем включение, наверное, уже при подведении итогов. Или пока что-нибудь такое интересное не случится. Как вот сейчас, вот, допустим, вот такой вот, вот такой вот. Вот такой вот красавелла. А такое можно смотреть вечно. Говорят, на воду, на огонь. И на таких окуней, которые клюют практически при каждом забросе. Вот уже сидит. Ой, красота, Янцикадан, красота. Продолжаем красивую рыбалку клевую. Практически каждый заброс вот такой вот окунь. И у нас уже опять штук 20 окуней в ведре. Скоро будем перетаривать опять двадцатку. И я так думаю, наша двадцаточка скоро наполнится. Еще одна загрузка. Сколько? Сейчас 87. Около 100 окуней уже есть. Походу мы сотню уже добили. Сейчас мы это посчитаем. Было пару опять хороших поклевок, таких тяжелых. Но почему-то что крупное, то исходит. А вот таких вот красавцев окуней. Мелких уже не беру, мелких уже, даже средних уже отпускаю, потому что мне так кажется, что сегодня у меня будет такой момент, когда некуда будет складывать рыбу. Если так будет продолжаться, так оно и будет. Но это очень хорошо. Как наполним всю тару, так и домой поедем. Хотя у меня еще вон короб есть. Если полный короб, если полный короб наловить. Это что такое? Это что такое? Это окунечек вот такой. В общем, поем и ловим. Потому что это рыбалка. Такая рыбалка, как песня. Как хорошая песня. Продолжаем получать удовольствие. Что-то зачетное, походу, язь. Да. Второй, кстати, подряд. Одного уже я подъязок. Одного я уже туда выкинул. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот. Такой же. Получается, третьего подъязка уже поймал. Двоих подряд сейчас прямо. Не забрызгали. Видать, опять подошла стайка. Косячок язей.
2 озёвые поклевки сразу. Нет, это окунь. Я беру всего, потому что сварим с кашей собакам. Весенние заготовки, то что были в морозильнике, головы, хребты, вот это все, что оставалось от, когда мы делали с Язей котлеты на фарш, ой, фарш на котлеты, головы, хвосты, вот эти пузыри, все такое, икру, все это мы замораживали. Начало уже заканчиваться. Собака все лето ела, считай, заготовки эти. Так что надо заготавливать по новой. Туман уж пустую кашу есть не будет. Да и Джесси тоже рубает. На 4-литровую кастрюлю. В принципе, можно и вот эту мелочь собирать, но я говорю, не собираю так, как нет у меня сегодня тары с таким хорошим клевом. Мне так кажется, что сегодня у меня тара заполнится вся, если резко ничего не поменяется, потому что практически каждый заброс поклевка. Вот такие вот средненькие окунярики, есть чуть покрупнее. Опа, уже выпрыгивает. Так, соточка у нас есть уж по-любому, наверное. Сейчас давай отдохнем немножко и давайте посчитаем заодно. 87 было, не считая Язей. О, даже поставил удочку, и то клюнуло здесь на стоячку. Сейчас перекидаем с маленького ведра большой, и скорее всего 20-ка, наверное, будет уже полная. Вот, а поклевки, вот я говорю, редко какая поклевка бывает пустая. Вот таких еще беру, а чуть поменьше уже кидаю обратно. Красота, Янскада. $42 окуня, 42,87, 40 и 80, 120, 129 окуней и 3 подвязки. Ведро еще не полное, но тут воды уже практически нет. Сейчас немножко еще кинем свежий, пусть они немножко еще дольше поживут, чутка еще пусть поплавают. Вот. И я так думаю, еще одну ведерочку мы поймаем, и точно уже не маленькое, а 20-литровое ведро уже будет полное. Продолжаем ловить кайф с такой сказочной клевой рыбалкой. Здорово, друзья, просто обалденно. Оторвался за все лето. Летом времени было мало выезжать на рыбалку. Без рыбы, конечно, не сидели. И с Иваном Григорьевичем, и с Ромками выходили, и ловили. Но не так. Вот чтобы так вот ловилось, в этом году такого не было. Окуня приходилось искать, упрашивать. А тут это просто как из бочки. Раз-два, раз-два, раз-два. Красота. О. Опа, 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 красавец. В общем, пока еще ничего не меняется. Все продолжается как было. Начинаем закидывать новое ведро. Давайте засечем время специально. Уже надо какой-то интерес проявлять. Звонила супруга, ждет меня домой уже. Я сказал, что волна большая, но это отмазка. 15:53. Грубо говоря, без 5:04. Без 5:04. Ну, часик я еще половлю до 5, это точно. А там будем уж собираться. Может, и ветер стихнет к тому времени.
Сейчас посмотрим, сколько, за какой период мы накидаем недостающие это ведра. Ну, окуней 30, я так думаю. Сейчас хлоп. Нет, все есть. Все есть, уловится, все на месте. Хорошенький что-то. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот так, вот так. Некоторые идут так, хоть не крупные, но так хорошие бойцы. В минуту получается в среднем, я так думаю, 1-2 окуня. А то бывает и больше. О! Поклевка, хорошая поклевка. Смотри, 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 кто там? Кто у нас там? Вот кто у нас, Йенскаден. Пошли, красавцы. Не забываем говорить Йенскаден после удачного заброса. Как-то вот так, друзья. Продолжаем ловить кайф. Продолжаем ловить окуня. Ну вот, стоило только немножко стихнуть ветру. Вон. Поверху он еще идет, гуляет, шумит. Волна еще большая, а вот здесь еле-еле, ну, буквально не намного стих, и мошкара тут как тут, вон, уже начинает атаковать. Опа. А у нас с поклевками, в принципе, все так же, как и было. Порадовали крупные вот такие вот экземпляры. Хорошие. Вообще хорошая стайка была здесь сейчас. Опа. Ушел. Я так думаю, он сколько штук-то может, сколько, 15-20 поймали. Но они хорошие, крупные. Сейчас специально засеку, без 5 тогда было. Сейчас вот 14 минут. 20 минут. За 20 минут получается около 20 окуней. В среднем 1 окунь в минуту. И вот такие вот хорошие. Мне кажется, вот это сюда и будет уже ведро полное. Может быть, еще штук 5 не хватает. Если ветер стихнет и пойдет мошкара, то не будем задерживаться. Перекидаем рыбу в одно ведро. 20-ку мы уже по-любому поймали, наверное. Если не поймали, добиваем 20-ку и выезжаем. Надо заскочить еще в избу. Там кое-что оставил по мелочам. Уховарку надо забрать. Опа, не туда уже кинул. Ладно, все, перетариваем. Смотрим, сколько получается. И потом уже будем думать дальше, что делать. 17, 18, 19 и 20 ушел туда. Ну еще немножко надо. Так, пока временно им дадим пока воду, чтобы побарахтались. Еще штук 20, наверное, я так думаю, влезет. Так что продолжаем рыбалку. Еще ничего не закончилось. Все только начинается. А сейчас вечерний клев еще будет. Но будет и мошкара. До темноты точно не будем. Максимум при всем раскладе 5:30 надо уже 100% выдвигаться. Час на все про все. Быстренько заскочить в избу. Время на дорогу. И до темноты надо будет успеть все перетаскать в машину.
Так что я так думаю. Ну все, вот видишь, немножко только отвлеклись, и рыба отошла. В общем, рыба есть, пока ты кидаешь. Видать, она блесна приманивает со стороны своим блеском, и рыба подходит к одному месту. Получается так вот. Буквально 3-4 минуты не кидали, и все. Рыба уже отошла в другое место. В общем, пока клюет, надо ловить. Нечего отвлекаться на перекладывание рыбы там и все такое. Но только что клювало каждый запрос. И уже все. Поклевки прекратились. Как-то вот так. Ничего. Подойдут новые. Куда же они денутся? Кажется, мы опять приманили стайку окуней. Был небольшой перерывчик. Пока перекладывали рыбу, видать, рыба отошла. Покидал одного, покидал другого. И вот сейчас уже третий заброс. Ну, в общем, вот сколько. И такие все нормальных размеров. Вот такие вот хорошие окунярики. Потихоньку. В общем, я понял одно. Пока ловится, нечего отвлекаться. Лови, пока клюет. Перестала, занимайся своими делами там. Перекладывать рыбу, еще. Почему-то очень быстро, если не кидать, она куда-то уходит в другую сторону. В другое место. То есть не стоит она, получается. Пока кидаем, она есть. Ну, даже вот, получается, не так-то ее и много здесь уже. Ну, ладно. 20-ку мы добили точно. Теперь уже точно. Несколько штук окуней уже выпрыгнуло с 20-ки под слани. Так что до половины шестого еще покидаем. Наверное, будем сворачиваться уже. Солнышко. Вот такой вот прекрасный закат. Вообще обалденный. Просто картина маслом. Солнце, Печора, остров и нескончаемые окунярики. Так, ну что, время 16:48. И мне кажется, надо закругляться. Пока я менял батарейку, села батарейка. Солнце уже село, подошло ближе к горизонту. И, как я уже говорил, отвлекся. Сколько прошло? Минут 5. Пока достал батарейку, пока открыл, поменял. 5 минут было уже поклевки. Практически одна за одной. 5 минут не покидал, и все. Окунь опять отошел. И что-то мне уже не хочется кидать. Ждать, когда они подойдут. В общем, все, закругляемся. Еще 3 заброса крайних, последних. Раз. И будем собирать урожай. Многие уже попрыгали в лодку под слани. Вот, была поклевка. Мне кажется, ведро мы добили. Если не добили, если еще хватит места, то еще немножко покидаем. А если ведро будет 20-ка полная, то хватит на сегодня. Это отличный результат. 20-литровое ведро. Это считай, сколько мы там считали? 120 с чем-то было, да? Ну, 130. Я уже сбился со счету. Но сколько-то бы не было. Все, последний заброс. Все наше. Давай напоследок. Давай. О, давай. Молодец. 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 Все. И последнего мы отпускаем. Все. Хватит на сегодня.
Собираем и будем смотреть. 17:03. 5 часов вечера. 24 сентября. А солнце уже спряталось за горизонтом, уже село. Все, не медлим больше ни минуты. Выезжаем домой. Давайте, друзья, запомним этот день. 24 сентября 2003 года. Это был самый лучший день по рыбалке. Пока год еще не закончился в этом году. Это было просто что-то с чем-то. С утра один хорюзок сначала попался. Потом собрали ведро брусники до обеда. Кормили машкару. А потом просто надолбили вот такое вот ведро 20-ки. Вон. Ну, может быть, еще штук десяток от силы влезло бы и все. В общем, достал всех окуней, слил всю воду. 3 подвязка и остальное не считал. Где-то около... Сбился, в общем, со счету. И вот это вчерашний улов. Плюс было бы ведро, мы где-то килограмма 4 сварили уху. В общем, раз, два, 3 ведра за 2 дня. Отличный результат. Я считаю, просто шикарно. Вот это действительно клевая рыбалка. Пусть окунь, но окунь тоже очень вкусная рыба. И очень интересно, тем более вот когда он так ловится на спиннинг. 2 дня просто как бальзам на душу. Я просто счастлив. Все, выезжаем домой. Сегодня у нас воскресенье. 24 сентября не стало моего тестя 11 лет назад, так что вечерком приеду домой, дай бог все нормально добраться, помянем, вспомним тестя. Хороший был человек, умер прямо на рыбалке, остановилось сердце 12 лет назад. 62 года был Василию Григорьевичу, помянем. Вот. А вам, друзья, спасибо огромное за внимание. Не забывайте также смотреть Яндекс.Дзен, мой канал Коми Рыбак. Все ролики на Ютубе, как вы знаете, уже нет монетизации, а если вы смотрите мои ролики на Яндекс.Дзен, копеечка капает в мою копилочку. Небольшая, но все же. Так что всем огромное спасибо, кто смотрит мои ролики. Там они идут каждый день в 17:00. Скоро, очень скоро, я так думаю, по планам, в 2024 году Яндекс.Дзен догонит YouTube, и там уже будут выходить свежие ролики. Так что подписывайтесь, друзья. Будем вместе и там. Вот такой вот прекрасный летний день, несмотря на 24 сентября. Скоро начнется осень, скоро будет совершенно другая рыбалка. Но напоследок мы оторвались по полной. Ветерок потихоньку поутих. Волна спала, появляется мошка, тепло, и выезжаем домой. Еще раз спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч на канале Коми Рыбак, увидимся.
друзья. Всем пока.